День белорусской письменности в Ганцевичах порадовал хорошей погодой и, самое главное, насыщенной программой. Сегодня на праздник духовности и культуры в город съехались поэты, писатели, литературные критики и издатели со всей Беларуси, а также из других стран. Основные действия развернулись на главной улице города. День начался с прибытия в Ганцевичи экспедиции с благодатным огнем от гроба Господня в Иерусалиме. За прошлую неделю уже по многолетней традиции священники, писатели и простые верующие объехали с зажженной лампадой многие города и деревни Брестской области, побывали на святых местах. Свечки, запаленные от благодатного огня, яким ходит экспедиция, идут целыми ручейками по вёсках, по городах. Притемки, огоньки этих свечек, и каждая из них спыняется недзе у хате. Это добродейный, благодатный огонь приходит в хату, и он осветляет эту хату неким иншим светлом. Тут же на церковном дворе Свято-Тихоновского храма еще по одной традиции сегодня посадили аллею из 16 деревьев по числу городов, которые принимали праздник белорусского слова. Тем временем рядом с центральной площадью начался фестиваль книги и прессы. Все белорусские издательства, а также печатные издания представили свои новинки, в том числе и книги, посвященные белорусской истории и родному слову. В фойе райисполкома вдали от яркого солнца выставили уникальные экземпляры старопечатных книг, начиная от Франциска Скорины. Мы сапраўды маем усе правы, каб ганарыцца нашим літаратурным словам, нашай беларускай мовы. І мы сапраўды павінны звяртацца да яго не толькі ў дзень беларускага пісьменства, а штодня. Але гэты працэс павінен быць натуральным, спокойным, уравноваженным. Современники же, начинающие литераторы и признанные мэтры, обосновались в городском сквере. Здесь в особой литературной беседке устроили импровизированное чтение классиков под открытым небом. Рядом развернули свои ряды народные умельцы со всей области. О том, что город серьезно преобразился к празднику письменности, говорили как жители, так и гости. Когда я первый раз приехал где-то год назад сюда, совсем другие ощущения, что теперь небо и земля. Очень нравится. Вообще, вот город изменился до неузнаваемости. Спасибо тем людям, которые сделали для нас этот праздник. Торжества продолжатся до поздней ночи. Кроме награждения победителей республиканского конкурса на лучшее литературное произведение, открытие памятника Якубу Колосу и аллеи письменности, гостей праздника ожидает концерт и рок-опера «Курган» Игоря Лученка. А вечером ганцевичи передадут эстафету Дней белорусской письменности уже другому городу. Дмитрий Казусин, Эдуард Бакунович. Наши новости. Ганцевичи.